Здравствуйте! В эфире субботние новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И начинаем с истории ТССР. В этот день, в 2000 году, по республике прошел мощный ураган. Он затронул 7 районов Татарстана. Тогда погибли 2 человека, 9 оказались в больнице. Также свыше 9 тысяч татарстанцев лишились крова. Многие населенные пункты остались без электроэнергии. Также в этот день в Татарстане начался международный симпозиум, посвященный судьбе исторических городов мира. Он был проведен при Совете Европы и ЮНЕСКО. А 23 числа его участники вместе с татарстанцами отпраздновали Сабантуй. Это событие прошлого, сейчас о главном на сегодня. Больницам и врачам тоже нужна скорая помощь. Автомобиль оснащен кондиционером, салон очень просторный. Для работы 2 фельдшеров это особенно очень важно. Как сегодня медицинских работников поздравил президент республики, увидела Зарина Ахметова. Герои в белых халатах. Спасибо! По всей России празднуют День медика. Как тысячи сердец слились в унисон и говорят спасибо тем, кто день и ночь находится на передовой. Подробности у Натальи Мезиной. Холера, тиф, оспа, ангина и сибирская язва. Мой дед умер от хитической ангины. Чем болели в ТССР и как побеждали эпидемии, расскажет Салават Мухаммадулян. Маршировка в масках и танки в самом центре города. Каким будет торжественное шествие Казанского военного гарнизона, сегодня на репетиции увидел Сергей Хайдаров. Вы успешно справляетесь, но мы должны быть готовы к новым вызовам. Сегодня в преддверии Дня медицинского работника Рустам Минниханов посетил РКБ. Здесь президент Татарстана не только поздравил медицинских работников лично, но и вручил ключи от новых карет скорой помощи. В этом году праздник проходит в особых условиях, и он показал, с какой благодарностью жители республики относятся к медикам. Это проверенные временем надежные автомобили отечественного производства. Для каждого из них слово «оперативность» – синоним слову «жизнь». Привозить надежду, лечить тело и душу, дарить время – вот их задача. Но сегодня помощь принимают они из рук президента республики. 24 новые желтые машины отправляются в районы Татарстана. На одной из них в Высокогорскую больницу уедет Булат Шейхудинов. 6 лет работает водителем неотложки. В автомобиле множество укладок, педиатрическая укладка, реанимационная укладка, различные шины для мобилизации конечностей. Автомобиль оснащен кондиционером, салон очень просторный. Для работы 2 фельдшеров это особенно очень важно. Автомобили новой модификации с повышенной проходимостью. Это особенно актуально для сельской местности. Внутри же есть все необходимое для оказания первой помощи. Дефибриллятор, аппарат ИВЛ и сразу 2 баллона с кислородом. До конца июля в республику поступит еще 5 карет скорой помощи. Все автомобили закуплены по решению Владимира Путина. Поздравляя медицинских работников, Рустам Минниханов подчеркнул, сейчас на них лежит основная нагрузка по оказанию помощи больным коронавирусом. Вы успешно справляетесь, хотя ситуация она уже стабилизировалась, но тем не менее мы должны быть готовы к новым вызовам. Я хочу поблагодарить за ваш профессионализм, вас, ваших коллег. Спасибо за такую поддержку. От имени фельдшеров республики сказала Резида Хабибулина. Она более 30 лет работает в скорой. Благодаря вашей поддержке, Рустам Нургалиевич, мы единой командой выдержим любые испытания и справимся с этой коронавирусной инфекцией и с любыми другими. Наследный принц. Поздравляем! Поздравляем вас с рождением сына! Поздравляем вас! Держите! Вся система здравоохранения работает в напряженном, но штатном режиме. Вот сегодня из перинатального центра выписывают 5-го малыша семьи Шаймурзиных. Рустам Минниханов поздравил родителей с пополнением и отметил вклад, который сделали супруги в повышение демографии. Сколько нам стоит там? 5-7 секунд. Чтобы ни одна бактерия не проникла в палаты, в больницу закупили специальную кабину. Она обеззараживает входящих в нее всего за несколько минут. Президенту рассказали, собирают такую новинку в Челнах. Если раньше мы до 30 минут на постановку диагноза тратили, сейчас буквально 2 минуты у нас уходит для того, чтобы определиться и дальше решать. А это оборудование может выявлять у пациентов подозрения на COVID-19. Это все искусственный интеллект. Система не только повысит качество обследований, но и снизит нагрузку на медработников. Технология позволяет нам
убыстрить постановку диагноза, сократить время в разы. И мы буквально за 2-3 минуты уже формируем сортировку и определяем уже тактику лечения. Самый острый вопрос из здравоохранения Рустам Минниханов обсудил с медицинским сообществом в образовательном центре высоких медицинских технологий. Он напомнил, татарстанские врачи первыми в России встретились с коронавирусом, когда в инфекционную больницу республики доставили россиян с круизного лайнера. И этот вызов наши медики приняли достойно. Медицина – это такое направление, которое взял и быстро построил клинику, оснастирование, самое главное, эти люди и традиции. Сегодня все провизорные ковидные госпитали работают стабильно, рассказывает глава Минздрава. Врачи обеспечены необходимыми средствами защиты. Все выплаты ими получены. Прекращали оказывание неотложной медицинской помощи. Вот даже, например, за 5 месяцев выполнено 14 трансплантаций почек, 9 трансплантаций печени и 2 трансплантации пересадки сердца. Президент поблагодарил ветеранов за тот фундамент, который заложен в систему медицины, и вручил 7 врачам республики государственные награды. Зарина Ахметова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. И сегодня Рустам Минниханов посетил научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины КФУ. Он был создан на базе Института фундаментальной медицины и биологии с участием Корнеллского университета США и Британского Ноттингемского университета и занимается трансфером новых медицинских технологий. Новейшее уникальное оборудование для диагностики, лечения и реабилитации собрано в одном месте. Настолько приборы новые экспортного класса, еще даже сертификацию не получили в России. Это, наверное, самый современный у нас такой центр. Реально, да? Наверное, в Поволжье. Наверное, в Поволжье, да. Потому что даже в реанимации в Москве есть такие, да? Нет, ну, Москвы мы, наверное, есть, но чтобы это было все сконцентрировано в одном месте. Да. Это и наука, и геномный центр, и клиника сама мини. Пандемия показала нам, кто они, настоящие герои нашего времени. Сегодня по всей России волонтеры проводят акцию «Мы вместе». Благодарят медиков и в Казани. Они высадили 7 сотен цветов под окнами больниц. Через плотную защитную маску не разобрать их слова. Это их спасибо за спасибо. Сегодня под окнами 7-го ковидного госпиталя волонтеры высадили цветы. Это благодарность медикам от всех жителей республики. 7 сотен солнечных бархатцев вылились сегодня в слова благодарности. Врачам приятно, а нам ничего не стоит, говорят волонтеры. До слез иногда очень хотелось плакать, потому что мы понимаем, насколько большую работу они выполняют, и считаем своим долгом, чтобы отблагодарить их. Благодарить сегодня, завтра можно и нужно 30 тысяч медработников. Именно столько человек сейчас трудится в системе здравоохранения республики. И праздник в этом году в особом режиме. Со стороны всегда приятно. Я надеюсь, что этот подарок будет долго радовать нас, наших пациентов. И нам, и нашим маленьким пациентам, и их родителям будет очень приятно. А это окна детской республиканской клинической больницы. Здесь трудится более 2000 медработников. Послание с благодарностью детским врачам. Волонтеры здесь оставили самой яркой палитрой красок. Мелками, цветами, рисунками акции «Мы вместе» в преддверии Дня медика проходят по всей стране. Для героев в белых халатах читают стихи дети. Как здорово дарить надежду людям. Пусть даже просто на асфальте мел. Рисуют плакаты и поют песни. Спасай жизнь людям. Очень приятно, когда наша работа, она не остается незамеченной, и люди действительно искренне говорят нам слова благодарности, говорят спасибо. От санитарки до кардиохирурга. Работа каждого из них – это ежедневный подвиг и спасение человеческой жизни. Накануне Владимир Путин учредил новые госнаграды в честь великих врачей – орден Пирогова и медаль Луки Крымского. В ближайшее время награды вручат ученым и медицинским работникам за борьбу с коронавирусом. Наталья Мезина, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Выступление артистов, теплые слова и белые шары. С Днем медика сегодня поздравили врачи Челнинского госпиталя для ковидных больных. Там трудятся 122 человека. Все они сегодня смогли ненадолго оторваться от своей работы и из окон красной зоны послушать посвященные им песни. Врачи госпиталя уже 3-й месяц круглосуточно находятся на работе и не видят свои семьи. Смена в красной зоне ковидного госпиталя длится 6 часов, а все процедуры врачи проводят в специальном противочумном костюме. Но, по словам работников, благодарность пациентов снимает любую усталость.
Наши сердца всегда открыты для пациентов. Мы стараемся до последнего спасти пациента. Когда объявили, что нам надо работать в ковидном госпитале, не было ни одной минуты сомнения, идти туда или нет. Гордимся тем, что у нас выписываются люди благодарные, здоровые, приезжают тяжелые, на кислороде, дышать не могут, а уходят на своих ногах. Тиф, холера, ангина, корь, малярия, менингит. В столетней истории ТССР эпидемии были не раз и не два. В селах карантины, в городах дезинфицирующие камеры, а в домах народная медицина. Как боролись с эпидемиями и почему не паниковали? Салават Мухаммадуллин заглянул в историю болезни республики. Начало 1920-х в республике, да и во всей стране царит голод. В ТССР начинаются эпидемии холеры и сразу 4 видов тифа. Заражены десятки тысяч человек. Население массово дезинфицируют. Вот один из способов – походы в баню. Это очередь в одну из них. С собой все берут веники и тазики. В борьбе с болезнью все средства хороши. Столовые и медкабинеты от американцев, дезинфицирующие камеры, массовая вакцинация. Правда, в селах делать прививки соглашались не все. Врачам приходилось уговаривать население. Бывали казусы, когда приезжающие врачи острым скальпелем делали на плече ребенка острый надрез, тогда не было шприцев, и буквально вот в этот вот надрез они вкладывали небольшое количество порошка детрита, необходимого для борьбы с оспой. А родители после того, как вот такая манипуляция проводилась, они часто вымывали детрит из вот этой вот ранки. Так что это время борьбы не только с эпидемиями, но еще и с предрассудками. Победить оспу и массовый голод удалось только к середине 20-х. Годы войны и ситуация повторяется. Недоедание, отсутствие лекарств, социальной и медпомощи, особенно в деревнях. Без еды невозможно, а потому люди начали употреблять больных животных. В 1943-м вспышка сибирской язвы, а через год эпидемия септической ангины. Я могу даже сказать, что мой дед умер от септической ангины, мой дед Ахмед. Моя тетя Наджия болела. Во многих деревнях был объявлен карантин. Людей, заболевших септической ангиной, заперли в этих бараках, не бараках, в школах, их лечили. Так удавалось локализовать очаги болезни. В городах помещения обрабатывали хлоркой и спиртом. Искоренить эпидемию помогли и подоспевшие к концу войны антибиотики. Голод, холод, ни обжарка, ни витамин, ни что, ничего. А как мы жили, я не знаю. Так Амина Галиева вспоминает уже 60-е. Во времена оттепели, по ее словам, в села пришла корь. Дети снова были на домашнем карантине. Врачи опять пошли по домам. 2 детей рожала в 60-м году, 63-м году. И в то время они у меня тоже заболели всякие эти корью, чаща. Какую-то мазь нам выписали. Каждая медсестра, каждый день приходили, намазали, у меня такие маленькие дети, да, намазали на каждой болячке. И это удалось пережить. Вообще тогда в ТССР было сразу несколько вспышек. И тиф, и гепатит, а за 2 года гриппом и ОРЗ заразились почти 1 миллион человек. У Нины Захаровой тогда была малярия. Говорит, перепробовали все. В ход шли народные методы. Таблетки уже не помогали ничего. Сколько уж я там лежала, я не знаю. И вот кто-то маме... Посоветовали и подсказали, что напоить меня вот коневым соком вот этого от свежего кала. Так я и выздоровела, вспоминает Нина Захарова. Ближе к 70-м в СССР вспышка холеры, но республика прогремела с ней на всю страну уже в 21 веке. Советский район Казани, Азино-1. Когда-то на этом месте был пруд. Сейчас уже не верится, но в 2001 году примерно отсюда пошла вспышка холеры. Еще днем 3 подростков купались в водоеме. Уже вечером их госпитализировали в инфекционную больницу. Минувшие выходные распространилась инфекция.
Несмотря на то, что в пруду купание было запрещено, многие жители микрорайона спасались днем от жары. И в народе начинается что-то похожее на панику. Люди боятся пить воду. По сообщениям СМИ, 30 июля от холеры умирает 40-летний мужчина. Вспышка переходит в Высокогорский и доходит до Алькеевского района. В итоге заболевают 52 человека. В некоторых дворах даже были такие нарушения санитарного режима, что приходилось и детей подбирать, и какие-то семьи под особый контроль помещать. Под контроль были взяты в том числе вот все водозаборы. Я помню, как мы неоднократно выезжали. Экстренные меры позволили справиться с холерой за 2 месяца. Место очага сожгли, засыпали землей и хлоркой. Сейчас об этом здесь ничего не напоминает. Так что эпидемии, карантины и усиленные меры безопасности были уже не раз в 100-летней истории ТССР. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Мамадышский, Высокогорский районы и Казань. Татарстан готов к дальнейшему снятию ограничений и переходу на второй этап по их послаблению. Этот вопрос сейчас на рассмотрении Роспотребнадзора. Республика находится на 78-м месте по заболеваемости COVID-19 в стране с положительной динамикой. Однако, несмотря на это, нагрузка на медиков, по данным Минздрава республики, остается высокой. Сейчас ежедневно на линии для оказания медпомощи инфицированным дежурит 80 бригад врачей. Для дальнейшего информирования родственников о состоянии здоровья пациентов на базе РКБ работает колл-центр. Да, действительно, мы фиксируем задержки скорой медицинской помощи, это правда. Связано она с тем, в том числе и коллеги, вы прекрасно понимаете, о чем я вчера говорил, что у нас что в связи с тем, что проблема коронавирусной инфекции муссируется очень активно сейчас. У нас идут повальные вызовы скорой медицинской помощи при температурах 37, 37,1 и так далее. Подобно, банально, действительно, это довольно серьезные нагрузки. Работа медиков усилится и в праздники. На торжественном шествии 24 июня будут дежурить 3 машины скорой помощи и 2 медпункта. На параде нового формата ожидается минимум гостей. Это ветераны и сами организаторы. Всех участников торжества медики обследуют заранее. За главными гостями-ветеранами врачи уже начали наблюдение. В день торжества ветеранов доставят на специальном транспорте. Обращаемся к нашим жителям посмотреть это мероприятие, оставаясь дома, по телевизору, поскольку все-таки подходы к мероприятию будут прекращены, доступ, и вот пройдет в таком закрытом формате, именно как раз для того, чтобы минимизировать существующие риски. В Татарстане сегодня подтверждено 38 новых случаев COVID-19. Все контакты. 17 человек госпитализированы, 21 получают лечение на дому. Самое большое число заболевших в Казани – это 12 человек. На втором месте Набережные Челны, там 7 новых заболевших. Выздоровело за весь период 3027 человек, в том числе 58 за минувшие сутки. На лечении остаются 1113 человек. Рустам Минниханов сегодня принял решение не проводить сабантуй в крупных городах и поселениях Татарстана в связи с распространением коронавируса. Он отметил, что в республике сохраняются большие риски, поэтому принято решение, согласно которому сабантуй не будут проводить в городах, районных центрах и больших поселениях. Исключение – сельские населенные пункты. Понимая важность праздника плуга для тружеников полей, президент поддержал его проведение именно в сельских глубинках. Правда, есть ряд обязательных требований. Определена и дата – 4 июля. В сельских населенных пунктах мы разрешаем, если на это будет принято решение местного органа власти, значит, с учетом мнения, во-первых, населения, но с учетом требований и по согласованию Роспотребнадзора. 65 территориальных избирательных комиссий республики будут оснащены системами видеонаблюдения. Такое решение приняли сегодня на заседании Центра избиркома Татарстана. Под объективами окажутся места приема протоколов ВИК по итогам голосования и места, где осуществляется подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней. Также Центр избирком Татарстана рекомендовал использовать видеорегистраторы на избирательных участках и во время голосования по поправкам в Конституцию России.
Масочно-перчаточный режим в колоннах, тотальная дезинфекция улиц и танки в центре города. Сегодня в Казани прошла репетиция торжественного шествия войск Казанского гарнизона. Для безопасности участников за 4 часа до начала репетиции военные продезинфицировали центральные улицы и саму площадку мероприятия «Площадь Свободы». По ней маршем в масках и перчатках прошли больше 1000 человек и проехала военная техника. Каким будет торжественное шествие в новых условиях, Сергей Хайдаров. Как видите, погода сегодня сгущает краски. Над площадью Свободы небо затянуло тучи и, кажется, вот-вот польет дождь. Но здесь льет и без того. Посмотрите, дезинфекцию проводят на вот таких вот КАМАЗах. Они, как заботливые хозяйки, вычищают и дезинфицируют буквально каждый сантиметр дороги. Где не проедет грузовик, справится человек. Специальным раствором обрабатывают практически все. И скамейки, и дорожки, и даже памятник Ленину. Для этого еще за 4 часа до репетиции перекрыли прилегающие улицы. Как видите, в центре Казани перекрыли сразу ряд улиц, и это стало неожиданностью для многих автомобилистов. 4 часа спустя на площади Свободы другая картина. На смену дезинфекторам вышли люди в форме. Колонна из 1000 человек двигается по Карла Маркса, все в масках и перчатках. Самые опытные, ответственные военнослужащие у нас присутствуют на торжественном прохождении. И мы, безусловно, рады, что в Казани это состоится в знак того, что Казань внесла большой вклад в победу как город трудовой славы. Насколько все четко и выверено, здесь внимательно следит генерал-майор Кирилл Кулаков, словно дирижер перед большим концертом, доводит выступление до идеала. Не торопиться. Левофланг отстает. Проезд техники времен войны выглядит очень эффектным даже на репетиции, потому что здесь, в самом центре Казани, настоящие ветераны Великой Отечественной. Танк Т-34, следом ИС-3 и «Катюша». Эти машины наводили ужас на немецкого захватчика. Именно здесь, на репетиции, водители должны привыкнуть к новой дороге и скорости. Проехать мимо главной трибуны конкретный танк должен в определенное время. 23 июня на площади Свободы пройдет уже генеральная репетиция. Автолюбителей снова ждет ограничение движения в центральном районе города. 24 июня воочию торжественное шествие увидят 20 ветеранов и тружеников тыла. Но посмотреть торжественный марш сможет каждый. Прямая трансляция будет на нашем канале. Сергей Хайдаров, Рамзель Гарипов, Александр Лобанов, ТНВ Казань. Так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». А сейчас все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. До встречи. Всем привет! Отличная неделя у нас была. Во-первых, погода. Жаркая была, конечно, местами, что хотелось уже строить ковчег, чтобы спастись от потопа, но все обошлось. Во-вторых, отличные новости. Роскомнадзор отменяет блокировку Телеграма. Его разблокируют. Ура! Хотя подождите, ведь ничего же не поменяется. Но все равно хорошая новость. Также уже во всех пабликах и телеграм-каналах сообщают о том, что йога вернулась на набережную озера Кабан. Все желающие могут бесплатно присоединиться к утренней медитации. Расписание уточняйте в интернете. Что еще было интересного и увлекательного на этой неделе в сети, сейчас узнаем. Казанцы теперь измеряют дистанцию между людьми эшпешмаками. Теперь в общественных местах нужно соблюдать дистанцию в 15 эшпешмаков. Не знаю, как у вас, я соблюдаю дистанцию в 1 большой чак-чак. А в чем вы измеряете дистанцию? В Татарстане начали выдавать новые экологические номера на машину. Бумажные. Они быстро снимаются, разлагаются, и при необходимости их можно даже съесть. Класс. Ну, как говорится, такие номера только до первого поста. Потом новые надо. И смех, и грех. В одном из казанских гипермаркетов сотрудник, упаковывая коробки с продукцией, упаковал сам себя.
А как красиво он начал, профессионально. Ну, потом, видимо, явно перестарался. А сейчас шок-новость. Рустам Минниханов в ТикТоке. Но это действительно была бы шок-новость, но аккаунта у него пока там нет. Но зато появилось прикольное видео с его... вариант популярного челленджа. Семейная пара из Зеленодольска ехала в Казань рожать и встала в пробку, но тут наши сотрудники ГИБДД сопроводили пару до роддома. А спустя несколько дней приехали на выписку с подарком. Это так мило. Молодцы. Сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. Первые две позиции занимают игровая консоль и новая российская онлайн-игра. Замыкает тройку матч Барселона-Леганес. 2-0 в пользу Барселоны. Также в пятерке интересных запросов был российский парад Победы и почему 24 июня выходной день. А этом сегодня все. Пишите, присылайте свои забавные фото и видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Здравствуйте! В воскресенье осадки не ожидаются, но станет прохладнее. Подробнее через несколько секунд. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание, 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса Яндекс Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево небо затянет дождевыми облаками. К вечеру пройдет дождь, днем плюс 18-19 градусов. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге осадки маловероятны, плюс 18. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше ожидается малооблачный день и плюс 18 градусов. Солнце будет радовать жителей Арска, Кукмара и Балтаси, днем плюс 16. В Болгаре, Дрожжином и Буинске все так же тепло, но облачно, без осадков. Осадки днем не ожидается в Альметьевске, Чистополе и Мамадыше, плюс 17-19 градусов. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в «Доктор Рост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 77 77. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры в Казани от Акбарсдом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани 295 4 семерки и на сайте akbars-dom.ru. В Казани будет ясно, без осадков. Ночью около 9 тепла, а днем до плюс 19. Ветер северный, умеренный. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.